Комиссия при главе по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, была создана в 2011 году по указу главы Ингушетии для укрепления гражданского мира и согласия. Сегодня проводим очередное заседание комиссии при главе республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить противоправную и другие виды деятельности. В том числе, как я не раз уже подчеркивал, у нас в этот список попадают и те, кто по разным преступлениям находится в розыске, скрывается от органов правопорядка. Поэтому здесь двери открыты всегда, и не буду проводить анализ, сколько мы уже сделали полезного, но тем не менее хочу сказать, что с каждым днем все больше и больше людей обращается, и любому гражданину республики, который в той или иной степени попал в конфликт с властью, с законом, они могут рассчитывать на помощь, поддержку. Главным вопросом, включенным в повестку очередного заседания комиссии, стало обращение за помощью 25-летнего молодого человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Он в настоящее время находится в следственном изоляторе Карабулака. На заседание был приглашен его дядя. Была получена информация о том, что гражданин намеревается совершить преступление на территории Республики Ингушетия, то есть террористического акта, и скрывается от правоохранительных органов. Ранее 08.06.18 года в ходе проведения обысковых мероприятий была обнаружена предсмертная записка, в которой последний обращался к родственникам о своем намерении совершить джихад. По данным Следственного отдела ФСБ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в части 1 статьи 30, пункт А, части 2 статьи 205 и часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса. Ранее на встрече в Совбезе региона молодой человек пояснил, что преступления никогда не совершал и не готовил, и хочет добровольно явиться в правоохранительные органы, так как находится в розыске. По его словам, предсмертное письмо он написал собственноручно из-за злости к старшим братьям, которые не обеспечивают его всем необходимым и не обустраивают его личную жизнь. Здесь мы видим, что была определенная записка, которая попала в руки в ходе обысковых мероприятий органов правопорядка. В этой записке было написано, что он решил превратить себя в шахида, совершить преступление террористического характера, ну и так далее. Конечно, здесь после этого все сделали все возможное, чтобы этого человека найти. Здесь надо отдать должное, что в первую очередь здесь самое активное участие приняли сами родственники. У него отца нет, дядя и другие родственники приняли самое активное участие. Мы посредством телевидения и других средств массовой информации довели до всех и попросили всех, кто видит его, кто его скрывает, кто с ним имеет отношения. Во-первых, законность в случае обнаружения, что может быть с этими людьми, как с пособниками. Ну и во-вторых, долг человека не допустить его до преступления, а делать все, чтобы он явился в органы правопорядка. Вот таким вот образом мы его нашли, этого парня. В итоге он осужден. Суда еще не было, да? Суда еще не было, но под следствием находится. Вот здесь мы уже можем, да, это даже еще проще, если еще суда не было, здесь уже можем мы уже посредством работы адапционной комиссии оказать содействие, чтобы он уж получил, если получит, то минимальный срок с учетом его чистосердечного признания, раскаяния, ну и других сопутствующих факторов. Я хотел бы сегодня, так уж получилось, наверное, это тоже будет таким шагом, таким, будем говорить, правозащитным, что ли. Мы сегодня конкретно под такую внушительную делегацию правозащитников не планировали проводить такие мероприятия. И так получилось, что и ряд ведущих правозащитников нашей страны. Вот вы здесь тоже присутствуете. Наверное, это тоже какой-то знак по отношению именно к этому парню, потому что я, честно говорю, не раз по нему задавал вопросы, как там, чего там, как этот парень вообще там существует. Поэтому постараемся помочь, поддержать. Но уж точно здесь, конечно, точку ставит органы правопорядка, следствие, потому что мы должны понимать, насколько парень
раскаялся, покаялся в том, что он пытался совершить. Если у него в какой-то момент был такой порыв написать такую записку, то этот порыв прошел, и к нему были основания. И сейчас этот порыв прошел, и теперь он раскаивается. И мне кажется, что отправить в места не столь отдаленные человека, это вызвать еще, может быть, у кого-то такой же порыв. И никакого смысла в этом уже нет. И просто, так сказать, общественный интерес, мне кажется, в том, и частный интерес его, и семьи, и общественный интерес в том, чтобы молодой человек вернулся к нормальной жизни. Юнусбек Евкуров дал поручение Ахмеду Дзейтову взять ситуацию на личный контроль и, приняв во внимание все обстоятельства, в течение недели доложить о результатах. Когда дело выйдет на суд, тогда выйти с ходатайством в суд, в том числе совместно со следствием там, или гособвинителем, кто там будет участвовать в этом процессе, и мнение тогда адопционная комиссия сказать. Единственное, я еще раз хочу для нас понять, мы же не можем, как адопционная комиссия, гарантировать, что он не пойдет на или этот, или другой вид преступления. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь, конечно, в классическом варианте, как это будет происходить. Давайте мы в протокол запишем, по крайней мере, у нас есть сейчас тема досудебное соглашение, есть оно или нет, и психологическая экспертиза, есть оно или нет. Если нет, то проверить и посмотреть, и окончательно скажет. Если у нас выходим если он нуждается в лечении, тогда в судебном порядке его на принудительное лечение все равно отправить. Так нет. Он же должен быть на лечении, там, где-то там решение. Ну и потом, если не нуждается, если он здоров, то в этом случае, так как Светлана Алексеевна говорит, будем считать, или там, если посчитаем, что это был душевный порыв, обида на что-то, уже будем ходить перед судом, а суд уже как определить, как решить. Вот как бы так, мне кажется. Мы раньше по этому поводу уже говорили, более были зловещие моменты, более были зловещие случаи, но как-то выходили из этого положения. Но, по крайней мере, у нас пока из тех, кого мы пропустили через адопционную комиссию, только 2 случая, это по данным спецслужб в том числе, которые вернулись обратно в преступный путь. Больше никто не возвращал. Очень хороший процент, если брать там чисто из членов бандподполья, пособников и так далее, более 60 человек, то это хороший процент. Поэтому это, конечно, так плохо говорить про людей, что в процентах мы их делим, но тем не менее это такое немного. Значит, все-таки нужно дать понять, что адопционная комиссия эффективно работает. Так, хорошо, останавливайся, да, на этом протокол так вносим. Хорошо? Напомним, комиссия по адаптации является консультативным и совещательным органом. Он оказывает содействие в решении таких вопросов, как оказание юридической помощи, рассмотрение заявлений граждан о фактах нарушений их прав и свобод при осуществлении мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, помощь в трудоустройстве, выделении земельных участков под жилищное строительство, восстановление на учебу в вуз, выделение материальных средств для приобретения или найма временного жилья, обеспечение государственной защиты. Индира Манкиева, Хусен Гагиев, Новости 24.